Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина. Каковы его цели? Цели в жизни и цели по отношению к вам. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени и обратитесь к нему с таким вопросом. Мой милый дорогой, какие у тебя цели в жизни? Какие у тебя цели по отношению ко мне? И давайте все посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой тут непростой мужчина. Очень непростой. Лопату показал. Копать глубже, иметь больше. Вот его цели, девочки. И это справедливо и по отношению к жизни, и по отношению к вам. Мужчина здесь сложный, у него сложный характер, у него сложные поведенческие качества. Человек сам себе на уме, про таких говорят. Но такой парень, да, что надо. Голова очень активно работает. Кстати, голова у него самое сильное место. Да, не руки, не другое что-то, а именно голова. Хорошо, знаете, говорят, хорошо шарит, да, в разных таких вот делах. Не всегда, может быть, и честных делах, но тем не менее. Человек, который хочет денег, человек, который хочет богатств, человек, который хочет жить нормальной, красивой, спокойной и обеспеченной жизнью. И ради этих целей он может пойти на многое, даже на то, чтобы приступить в какой-то степени закон. И также, девочки, до последнего момента, до встречи с вами, этот мужчина даже мог пойти на то, чтобы там сойтись, ища свою выгоду с какой-нибудь там нелюбимой, немолодой и некрасивой женщиной. Да. Я не утверждаю, что он жигало, но, возможно, он об этом задумывался, и, возможно, он был готов, да, пойти на такой момент. Деньги ему важны. Не хочет он быть бедным. То ли он из бедной семьи, то ли он в жизни бедность познал, то ли сейчас он пытается там выбраться из каких-то долгов, кредитов. Хочется жить богато, хочется жить красиво. Это не осуждение, наоборот, как бы многие хотят, и это правильно, да, надо стремиться. Но все-таки я считаю, что стремиться нужно какими-то правильными, честными путями, а не тем путем, который, ваш мужчина загаданный видит. То есть здесь и сделка с совестью, и оправдание тем, что другие же могут, да, другие же это делают. Кстати, по этим знакам у кого-то из вас отыграется, что у мужчины даже какое-то криминальное прошлое было. Возможно, даже у кого-то одного и криминальное настоящее, да, потому что у мужчины все-таки, тут планочка такая подбитая немножко в этом плане, да. Он может пойти на то, что запрещено, да, на то, чем заниматься нельзя и что грешно. Он может пойти ради денег, ради большого куша, ради того, чтобы нагреть свой карман. Так, по поводу его общих мыслей. В сегодняшнем дне он крайне недоволен своей жизнью, он крайне недоволен тем, что происходит у него в делах, и тем, что происходит между вами. Для него вы это как ахиллесова пята, да? Вы для него болевой момент. С одной стороны, он понимает, что он вас не вытягивает, ни финансово не вытягивает, ни по времени, да, мало времени вам уделяет. Но с другой стороны, вы то единственное, светлое, доброе и любимое, к чему он тянется. Да, вот светлое пятно в его жизни. Вот оно ассоциируется исключительно с вами.
Он так сильно полюбил, он так сильно вами вдохновился, ему так хочется с вами тихой, мирной жизни, вот семейного счастья, спокойного, доброго, ласкового. Вот к этому стремится его душа. Ну, а голова говорит: нет, нет, надо работать, надо зарабатывать, надо там всякие схемы проворачивать, да, для того, чтобы денег было больше. Вот. Его бы вот эту активность, деятельность, да в мирное русло, цены бы ему не было. Но, видно, пока он еще до этого не дошел. А может быть, вы ему должны об этом сказать, подсказать. Ну, время, конечно, я думаю, все покажет, все на свои места расставит. Между вами сейчас вышли достаточно напряженные отношения в плане того, что у вас сложилось полное недопонимание друг друга. То есть мужчина пропадает на работе, мужчина пропадает в делах, он достаточно скупо себя ведет на проявление чувств, эмоций. В плане интимном он очень требовательный и ненасытный, скажем так. Вот. А вы, как бы, когда у вас настроения нет, вы и не можете, не хотите. Вы пытаетесь ему донести, что вы хотите романтики, что вы хотите уверенности в завтрашнем дне, что вы хотите, чтобы ваш мужчина был лично ваш и ничей больше, не хотите его делить ни с кем, ни с другими женщинами, ни с работой, ни с друзьями. Вот. А он от этого, я так понимаю, отмахивается. Здесь мужчина чувствует, что он близок к провалу, что вы просто вот как водичка, да, сквозь пальцы у него просачиваетесь, что он вас теряет, и что все те поступки, которые он совершает, направлены на то, чтобы вас потерять, да, либо ведут к тому, что он вас теряет. Ему больно, но он в этом признаться не может. Тут еще какие-то мужские, я не знаю, принципы, стереотипы, что-то еще есть, да. Может быть, он смотрит там на своих дружков, которые фривольно обращаются с женщинами, и такой думает: ну, так же принято, да, все так делают, а что мне нельзя? Либо я просто не знаю, как по-другому, я беру пример со своих друзей. Да, может быть, действительно не было хорошего примера перед глазами. Мне почему-то кажется, что у него очень несчастная жизнь была до вас, и жизнь, которая просто вот катилась под откос, он максимально пытался выкарабкаться, но у него ничего не получалось. И еще мне кажется, что когда вы встретились, он какой-то обозленный был, обозленный на весь мир. Ему казалось, что он в этом мире чужой, он никому не нужен, и в этом мире уже ничего хорошего для него нет и не будет. Но когда он встретил вас, ну, весна постучалась в его сердечко, у него радость в жизни появилась, у него счастье в жизни появилось, любовь в жизни появилась. Появились новые желания, которые раньше просто-напрочь отсутствовали. Да, вы очень положительно повлияли на него и повлияете еще больше, и я это вижу. Благодаря вам этот мужчина, он раскрывается, благодаря вам он учится, благодаря вам он меняется, просто на глазах меняется. Если раньше для него деньги были цель номер один, и он шел просто по головам ради этой цели, сейчас идет борьба между вами, любовным, светлым, теплым, позитивным, нежным, и между материальным. Да? Вот такая вот немножко борьба идет. Пока деньги держат свои позиции, да, материально держат свои позиции, но любовь, она прям наступает на пятки. Что он хочет в отношении вас? Верности хочет, преданности. Хочет, чтобы вы целиком и полностью ему принадлежали, чтобы ни на кого другого не смотрели, чтобы вы были ему надежной не только подругой жизни, да, но и надежным другом. Вот. Этого он хочет. Свадьбы он девочки хочет, счастья он с вами хочет. Вот хочется стандартных, максимально стандартных семейных ценностей. Дом, семья, вы, дети. Он хозяин дома, да, вот этого хочется. Хочется вместе и отдыхать, и путешествовать, и жить свою прекрасную жизнь. И это прям у него голубая мечта. У девочек розовая, да, у мальчиков голубая. Вот. Это ему снится, это ему желанно. Ради этого он даже душу готов продать. Но его душа, к сожалению, никому не нужна. Вот. Ну и опять же, все это можно достичь и немножко другими путями. Просто ему это очень медленно открывается. Понимаете, когда человек вот прям уперся в деньги, он к деньгам всегда шел, себя положил на зарабатывание, да, причем любой ценой, то на романтику, конечно, сложновато переключаться. Да.
Сейчас его самая ближайшая цель – это вас успокоить, это вас в свою сторону развернуть. Сейчас вы так полубоком к нему стоите. Я так понимаю, что вы решаете вопрос, нужен ли вам этот мужчина, сами для себя решаете, либо стоит вам с ним расстаться. Он это чувствует, он этого боится, и он все свои силы сейчас бросит на то, чтобы вас вернуть. Вернуть в отношения, вернуть в любовь и, не знаю, убедить вас, что ли, да, уговорить, убедить, что все будет хорошо. Это первая цель по отношению к вам. Вторая цель по отношению к вам – это как можно скорее вас сделать своей. Ну, то есть, я так понимаю, жениться на вас, да, чтобы все было чин-чинарем официально, чтобы вы были его женой. Ну и третья цель – это дать вам и себе ту жизнь, о которой он действительно мечтает, ту жизнь, которая ему снится. Вот такие, девочки, цели. Относительно денег, да, материального, у него очень много целей, они все разнообразны, они все разбросаны в каком-то хаотическом порядке. И все они какие-то пустые, эти цели, пустые, да. Много всяких проектов, много бизнес-идей, но это в кавычках бизнес называю. Но все это пустое, и ничем хорошим я не вижу, что закончится. Вот. Мужчине нужно идти правильным путем, честным путем. Мужчине нужно избегать всяких скандальных вещей и избегать всяких мошеннических схем. И тогда у него все хорошо сложится. Его время обязательно придет. И это время придет даже не столько для него, сколько для вас. Потому что именно вам на роду написано жить хорошую, добрую, во всех отношениях положительную жизнь. Да, с достойным мужчиной, в благополучии, в финансовой стабильности, иметь свой дом, иметь свой автомобиль, да, жить нормальную жизнь, да, и это вам на роду написано. А ему, получается, на роду написано вам это все обеспечить. Но только лишь праведным путем, ни в коем случае не какими-то там теневыми схемами. Вот как только он это уяснит, как только он это для себя поймет, и еще, кстати, тут показано, что ему нужно контингент поменять, да, вот общество, в котором он вертится, общается, потому что там все люди какие-то неблагополучные, и все плохо кончат. Оттуда вырваться надо. Когда это произойдет, все будет хорошо, все будет идеально. И между вами, он, смотрите, все сложится, и у него с деньгами все будет хорошо, да, заработает, будет работать, может быть, даже не на одной работе. Вот, может, свой бизнес и плюс еще какая-то работа, подработка, и все у него наладится. Мужчина неплохой, он не боится работать, он от работы не отлынивает. Что нужно понять, что работать нужно честно, да, правильно, честно, так, чтобы потом из-за этого не страдать, чтобы потом на себя беду не накликать. Вот. А в отношении вас нужно больше романтики, нужно больше вкладываться в отношения. Вы ведь не столько ждете от него каких-то дорогих подарков, сколько вы ждете слов любви, нежных прикосновений, его верности, его преданности, что вы именно этого ждете. Так что все сложится, все наладится. И также, мои хорошие, кто загадал на несвободного мужчину, есть такие, ну, пару девочек точно есть, то, девчонки, там вопрос уже решен. Все, что мужчину держит с той другой женщиной, это именно материальное. Он от нее либо в материальном зависим, то ли он не хочет с ней делиться. Ну, вот что-то, да, с материей связано. Только это держит. Никаких ни чувств, ни эмоций, ничего там нет. Он видит только вас своей женой. И тут как бы без вариантов. Он к этому будет стремиться, и он к этому придет. Ну и вы вместе с ним тоже к этому придете. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.